станки на этой пилораме останавливаются редко. Древесина, которая сюда поступает, уходит в основном на производство мебели, стульев, кровати. Все делается на заказ и законно. В этой отрасли Дауд Хашагульгов более 8 лет. Он не понимает, почему черные лесорубы вредят своему и чужому бизнесу. Ворованный лес, его надо в любом случае быстро как-то реализовывать, и им приходится его за бесценок скидывать куда-то в соседние регионы. И поэтому такой выгоды нормально они с этого получить не смогут. Лучше уже законно оформлять документы или брать в аренду, или законно покупать лес с документами и более глубокую переработку проводить. Таких лесоворов в Ингушетии немало. Для добросовестных предпринимателей они как занозы. Из-за них древесина иногда оценивается меньше, а в некоторых случаях и вовсе теряет спрос. Сотрудники МВД по Ингушетии совместно с региональными экологами постоянно проводят совместные рейды по выявлению злостных нарушителей. Наряду с законными предпринимателями немало и тех, кто занимается этой деятельностью нелегально. Только с начала этого года было заведено 5 административных дел в отношении злостных нарушителей, которые занимались заготовкой и переработкой древесины без соответствующих документов. Все эти факты были зафиксированы в таких сельских поселениях, как Галашки, Мужичи и Алхасты. Древесиной может заниматься каждый, правда, для этого необходимо получить разрешение, подав заявку и пройдя необходимые процедуры. Но делать это обычно никто не спешит. Оперативная съемка. Злоумышленники вырубили 27 ценных пород деревьев, таких как бук и ясень. Инцидент произошел в августе. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Нарушители и не подозревают, что своим топором наносят вред не только природе, но и самим себе. Изъято были трактора, изъяты были пилы, которыми они это все осуществляли незаконную деятельность. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По части 30 статьи 260 находится в следственной части Сунжинского МВД. То есть проводится расследование уголовного дела. То есть лица в ближайшее время, наверное, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут соответствующее наказание. Незаконным лесорубам грозит до 7 лет лишения свободы. Только с начала этого года в Ингушетии было возбуждено 9 уголовных дел. Каждый зарабатывает как может. Вот ответ большинства нарушителей. Срубленную древесину перерабатывают и продают в соседние республики. Участковыми уполномоченными проводятся мероприятия также совместно с этим сотрудниками лесного хозяйства, адресная проверка, где установлены лесопилки. Проверяются документы на установление, проверяются документы на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Также проверяется, как употребляет электричество. Не выходить за рамки объема заготовки. Вот главное условие при законной вырубке леса. Весь этот процесс тщательно контролируется, чтобы не нанести ущерб лесному хозяйству. Словом, деньги от продажи древесины поступают в казну. Поступило около 2 миллионов 280 тысяч в федеральный бюджет. Вообще все средства, которые поступают с продажи леса, они идут в федеральный бюджет. Потому что это у нас федеральные леса. А люди, которые уже непосредственно создали вот такие производства, они, конечно, у них отчисления идут в местный бюджет. И, в любом случае, конечно, это большой плюс, потому что и рабочие места создаются у нас, и пополнение бюджета, и инфраструктура за счет них развивается. Борьба с черными лесорубами продолжается каждый день. Незаконный ущерб, причиняемый лесным ресурсам, под жестким контролем. Совместными усилиями региональные экологи и сотрудники МВД по Ингушетии пытаются поставить в этой проблеме точку и призывают не губить лес. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Магомед Майсигов. Новости 24.